как по-другому? Мы с Россией воюем или с кем? Вот смотрите, у нас очень странная эта война получается. Мы вроде бы и воюем, и не воюем. Вот как Грузия в 90-х. С кем воевала, непонятно. То есть мы все знали, что мы воюем. Нет, мы все знали, что мы воюем с Россией, а официально у нас сейчас, получается, Россия фактически это сторона, которая должна давить вот на некоторых сепаратистов, да? Но про Крым же мы не говорим там в ходе переговоров. У нас крымский вопрос, он такой, ну вот мы о нем вспоминаем, но он отложенный вопрос. На самом деле я тоже понимаю здесь почему, потому что многие политики этого вопроса боятся. Этот вопрос может решиться только в одном случае, если поменяется мировая политическая ситуация. Знаете, ФРГ и ГДР тоже хороший пример. Я все время говорю, что мы идем этим путем. Мы хотим, не хотим, мы на него выходим. Ну, долго ФРГ наблюдала за ГДР. Это была их территория, они это знали, но до того момента, пока не поменялась глобальная ситуация в мире, воссоединение произойти не смогло. Но оно произошло. Где-то сейчас этот же принцип пытается Грузия себе выбрать в отношении оккупированных территорий. Да, они объявлены оккупированными, аннексированными, эти территории, как и ГДР было объявлено со стороны ФРГ. Но просто, знаете, мы сейчас вот не в этой студии, не 10 лет сидя споря, мы механизмов новых не найдем. Да, это болезненная тема, к сожалению. Но вы что, считаете, что эта ситуация с Крымом, с Донбассом уникальная? Нет, она абсолютно такая же, как все постсоветские ситуации. Почему мы один в один. изобретаем? Нет, просто, понимаете, грузины 25 лет живут в конфликте, они дошли до этого. Так. Они и так пытались, и сяк пытались, и вот так, и торговать, и не торговать. Нашли формулу в конце, при которой им комфортно. То есть, а мы не можем найти, мы должны свою